Развлекательный центр «Думан». Общая площадь 5728 квадратных метров. Проектировщики – группа архитекторов Управления строительства города Астаны. Генеральные разработчики – ТОО «Нигиз Акмала» и ТОО «Альянс Строй Инвест». Архитектурная мысль, направлявшая разработчиков здания развлекательного центра, в мировой архитектурной терминологии именуется так – органическая архитектура. Это концептуальное течение было окончательно сформулировано Фрэнком Райтом, сторонником идеи непрерывности архитектурного пространства. По его мнению, форма здания должна как раз вытекать, исходя из его назначения и специфики. Благодаря соблюдению этих принципов построения, развлекательный центр «Думан» сохранил свое, в буквальном смысле, живое внутреннее содержание, а также актуальность внешнего исполнения. Конечно, в развлекательном центре «Думан» удобная планировка. Она специально сделана для удобства арендаторам. Это для общепита, для торговли, для торговых точек, для магазинов, для проведения концертных программ. Большое купольное пространство, под которым это все находится. Благодаря сочетанию таких стилей, как авангард и модерн, фасад, купол и прямоугольные блоки здания при внешнем рассмотрении внушают ощущение практичности и удобства. Центральное помещение развлекательного центра интересно с точки зрения тематики содержания. Не бросающийся с первого взгляда контраст постепенно завлекает все дальше, вдоль перегородок, этажей и лестниц, где можно увидеть росписи из арабской вязи, неожиданно переходящие в национальные казахские орнаменты, интересные сочетания металла и дерева, сказки и реальности. Вот в этом году уже «Думану» 11 лет. Конечно же, несмотря на такую большую конкуренцию среди культурно-развлекательных центров в Астане, мы стараемся поддерживать уровень. Наличие подобного объекта в столице делает культурную жизнь казахстанцев более полной и разнообразной, ведь гостями центра являются не только астанчане. Самым значимым объектом в нем является океанариум. Многие океанариумы мира расположены рядом с океанами, и им достаточно легко поддерживать функционирование. А наш океанариум является уникальным сооружением, так как он находится вдали от реального океана более чем на 3000 километров. Самым интересным в океанариуме является шоу кормления акул, а также шоу «Русалка». Наши водолазы спускаются в океанариум и кормят наших акул и тунцов с рук. Развлекательный центр «Думан» уникален тем, что досуг, проводимый посетителями, включает в себя не только широкую развлекательную, но и познавательную программу. Это уникальная возможность для молодых казахстанцев изучить разнообразных представителей фауны, особенности их жизнедеятельности не посредством телевидения, кино или книг, а воочию. Когда иностранцы приезжают, их удивляет то, что вот этот океанариум стоит в степи, да, и вот эта рыба здесь живет. Для них это шок, потому что они знают, что там море, что могут нас с моря поймать и опять запустить, да? А нам, чтобы привезти с моря, очень много нужно времени, много очень проблем. Поэтому для них удивительно, что рыба живет и не погибает здесь. Вот это их первое всегда вот их шокирует, что надо, так, а вот эта рыба здесь живет. Здесь обитает более 300 видов рыб морских, которые завезены из Юго-Восточной Азии. Там акулы у нас даже есть. Вот тут есть коралловое сообщество, где плавают мелкая цветная коралловая рыбка. У нас. Материал, из которого сделан тоннель, способен выдержать огромное давление воды центрального бассейна, даже если это давление возрастет еще в 1,5 раза. Средняя глубина водной толщи соответствует естественной глубине соленых морей от 4 до 6 метров. Помогают квалифицированные наши вот именно специалисты, это электрики, сантехники, которые работают у нас круглосуточно и днем, и ночью дежурят, постоянно смотрят за оборудованием, потому что, не дай бог, если с оборудования выйдет из строя какой-то насос, он же воду качать не будет. Все системы жизнеобеспечения должны работать круглосуточно, круглогодично.
поэтому даже отключение кратковременной системы отопления или энергоснабжения приведет к аварии, гибели гидробиотиков океанариума. Снабжение осуществляется от 2 подстанций, которая позволяет нам бесперебойно снабжать электроснабжением наш комплекс, а также имеется запасной дизель-генератор. В случае отключения электроснабжения дизель-генератор позволяет нам поддерживать в рабочем состоянии океанариум. А также водоснабжение осуществляется с 2 водов, которые в случае отключения одной системы взаимоперекрывает другую, и водоснабжение происходит бесперебойно. Получается, в течение месяца мы добавляем каждый раз новую соль для того, чтобы поднять микро-макроэлементы, все необходимые вещества, которые входят в состав морской воды. И соленость у нас должна быть обязательно 30-32 промилле. Находимся на участке химической очистки воды. Это белковые ловушки, пеноловушки, мы по-поршному называем. Подается газ в озон, смешивается, распыливается, и вместе с пузырьками воды удаляется, а чистая вода поступает дальше. Есть гравитационные фильтра, которые, вода, гравитация падает, проходит через слой песка, и в этом песке живут микроорганизмы, бактерии. Как бы живые организмы, есть продукты распада жизнедеятельности. Биологическая, химическая очистка проводится для удаления продуктов жизнедеятельности и возвращения чистой воды обратно в чашу. И для того, чтобы посетители могли в этой, прозрачной воде живую наблюдать обитателей. Получается, что в год у нас уходит 120 тонн морской соли. Для того, чтобы приготовить воду, нам необходимо, в принципе, получается 10% мы делаем подмены каждый месяц. У нас уходит, 120 тонн соли. Соли у нас над нами находится 3 миллиона литров воды. Вот эта соль идет сюда. Как раз нам хватает на целый год. Вместе с тем, за стендами развлекательного центра можно встретить множество аллюзий и парадоксальных сочетаний форм с нотами футуризма и сюрреализма. Сотрудники океанариума ежедневно знакомят юных посетителей с обитателями суши и океана, которых нельзя встретить в местной экосистеме. Иногда стоишь, даже здесь в коралловом сообществе или туда дальше пройдешь, где акулы плавают. И человек, когда бывает раздражен или еще что-то, он просто успокаивается. Вода и рыба, они человека успокаивают. Почему даже врачи рекомендуют где-то дома держать аквариум? Когда человеку плохо, он приходит, садится и наблюдает за рыбой, и забывает обо всем. Он только смотрит на рыбу, и у него только в глазах эта рыба, и он думает про нее, и все, как говорится, неприятности, невзгоды проходят. 8 июня каждый год мы празднуем для наших гостей День океана. Это, конечно же, акции, подарки, призы для наших гостей. Каждый посетитель, который приходит в наш комплекс, посещает обязательно океанариум. После океанариума каждый может найти себе очень интересное занятие. Кто-то ходит в 5D-кинотеатр, кто-то в аттракцион джунгли, а дети, конечно же, направляются в детский городок. Но если кто проголодался, у нас имеется сеть общепита, а для гостей из разных стран у нас имеется магазин сувениров.
Благодаря удобной форме здания, сплоченному коллективу профессионалов и уникальному внутреннему содержанию, развлекательный центр «Думан» по праву занимает достойное место в списке наиболее значимых сооружений столицы. Комплекс отлично зарекомендовал себя за более чем десятилетний период. И есть все основания полагать, что «Думан» будет открывать много интересного и неизведанного новым и новым поколениям казахстанцев.